Всем привет! Рад вас видеть на своем канале, ребята. Значит, я снова на рыбалке на реке Мокша. Сегодня 3 сентября у нас. И время половина 7 утра. Решил потвичить воблеры в надежде поймать щуку. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Солнышко еще встает. На реке туман, но уже рассеивается. И я начинаю свою рыбалку. Понеслась. Такс. Был какой-то контакт, но слабенький. Это уже трава. Палка даже, да? Есть, ребята, есть. То бишь была поклевка, и на втором забросе у нас первая рыбка. Наконец-то я разловил спиннинг. Сейчас о снастях расскажу. Так, подсачника у меня нет. Ну и щучка небольшая. О. Сейчас попробуем принять. Еще ослаблю. Ух, ушла под лодку. Ах, может сойти. Щука отцепилась и держится за плавник. Ну, вот так мы ее примем. Так, нужно сбросить дужку. Опа, на второй проводке клюнул вот такой вот щурок. Как бы его зафиксировать так, чтобы он... Ага, вот так вот. Отцепим воблер. Значит, это рудра в кислотном цвете. И я наконец-то разловил спиннинг, который я выиграл в конкурсе. Вот такой вот, значит, Spartex нового Twitch. И наконец-то, значит, катушка Daiwa Freemans 2500 и шнур 1,2 по Японии. Ну вот так вот разловил. Помажем его щукой тут, обрыбили, чтобы в дальнейшем нам тоже он приносил хорошие уловы. Спиннинг с тестом, значит, у нас 7,27 граммов. Как я его выиграл, есть у меня на канале там видосик, но я думаю, где-то в подсказках сверху вылезет. Ну, а щучку мы отпускаем. Огромное ей спасибо. Рыбалка только началась. Будем надеяться, что это не последняя щучка. Давайте ее отпустим. Все, бодро она ушла. На первой проводке, значит, была поклевка. Был ударчик небольшой, я его почувствовал. Спиннинг довольно-таки чувствительный.
И на второй уже проводке щучка это долавливается. Ну все, мою руки и продолжаем рыбалку. На улице 14 градусов. Воблер переплеснулся. Довольно-таки тепло. Ну, сейчас солнышко, наверное, поднимется. Можно будет снять и куртку. По спиннингу, но я уже не первый раз пытаюсь его, так скажем, разловить. Могу сказать, что спиннинг неплохой. Значит, еще... Ребята, смотрите, что творится. Ничего себе. Значит, еще одна щучка. Но тоже не крупная. На следующем забросе. Значит... Спиннинг хорошо твичит и крупные воблеры, такие там 130-й баллисонг, там и рудры, и 80-е, 70-е тоже нормально твичат. А так как спиннинг мне достался на халяву, так скажем, то это вообще вдвойне приятно. Я не знаю, ничего себе, глаз... Щучка повредила. Да, ребята, очень печально. Но будем надеяться, что она поправится. Тоже отпускаем его домой. Да, спиннинг, ну, у меня лучше не было, поэтому я ловил, у меня Сальма Тиога. Ой, подождите. Сальма Elite Twitch у меня спиннинг. Таким я до этого рыбачил. Ну и в принципе был доволен, как бы. Но этот спиннинг определенно лучше. Ну все, что, опять мою руки, и рыбалка уже, так скажем, неплохо началась. Ну, сделаем еще несколько забросов тут и будем смещаться. На днях тут выезжали на вечерний клев, но мы пытались ловить головля. Но так себе там рыбалочка вышла. Поймали несколько некрупных голавликов, и окунь в основном клевал. Ну, уже вот, так скажем, начало осени, уже пора доставать воблеры, пробовать. Ну и, естественно, на джиг поедем. Блин, очень заразился джиговой рыбалкой. Поэтому, блин, все лето, сколько вот удавалось выбраться на рыбалку, я на джиг в основном ловил, забросил тему с головлем. Хотя рыбалка на головля мне тоже очень понравилась. Глубина здесь 1,5 метра, наверное, подо мной. Намокший, ну и так, наверное, как и везде, очень низкий уровень воды, слабое течение. Так, ну здесь мы, наверное, всех поймали. Сейчас сделаем пару забросиков апстрим. Воблер перехлестнулся, да? Я не знаю, вот по поводу, как рыбу принимать. Сначала все пропагандировали, так скажем, этот лип-грип, челюстной захват. Но сейчас в последнее время все что-то
за гуманность, там лип-гриб рвет рыбу, давайте подсак. Ребята, напишите ваше мнение в комментариях, пожалуйста, по поводу подсака и лип-гриппа как бы. Лодка у меня вот маленькая, в принципе, подсак мне здесь будет, наверное, мешать в этой лодке. Вот, и лип-гриб есть, но сейчас щучка была не крупная, и мне удалось ее принять руками. Где удочки-то? Удочки забыл. Удочки забыл. Где удочки-то? А, есть, да? Да куда же ее девать-то? Поросят кормить? Действительно. Два щурка поймал. Там перекат. Там перекат уже. Нет, сейчас поднимусь. Сейчас поднимусь. Ну вот я сколько вот кидаю сейчас, минут 40, наверное. 2 щучки маленьких поймал. Да. Щуку? А-а. Сейчас поднимусь. Могу дать номер рыбинспектора, позвонишь, скажешь, кто. Уши потом надерут, да? Позвонишь рыбинспектору, уши потом надерут. Ну, да. До этого надо дорасти, чтобы не браконьерить. Пожар был вчера, да? Угу. Ну ладно, сейчас тоже наверх поднимусь. Да, туман рассеялся, и я уже, оказывается, тут не один. Еще 4 лодки, блин. Ага, есть. Ах, сошел. Ну, не крупный щурок. Поднялся вверх по течению. Значит, вот там была одна поклевка небольшого щурка. Начинаю вниз спускаться, уже вот где-то час кидаю, и ни хрена ничего не клюет. Но тут ударчик,
И веду уже возле лодки. Смотрю, окушок я потеребонькал, и вот он попался как бы. Колючка. Опа. Разловил. Воблер у меня валялся неразловленный. Crackjack 98 FSR. Это его первая рыбка. Вот такой вот окушок. Опускаем его. Прошел я по той стороне с плавом, поймал одного окушка, и все. Сейчас вернулся вот к правому берегу реки Мокша с кувшинками, и будем пробовать здесь. Но складывается у меня такое мнение, что все, рыбалка, наверное, уже закончилась. Что-то не клюет. Но еще покидаем, я думаю, пару-тройку часиков. Может быть, все-таки удастся что-то вымучить. Снял куртку, тепло. Одел поляризационные очки. Вода прозрачная. Я думаю, уже скоро... Или уже, наверное, активировались подводные охотники. Прозрак нормальный. Сейчас обловим этот берег до поворота и спущусь за поворот, там тоже немного покидаем. Ух, ничего себе, там какой всплеск на том берегу. Честно говоря, я думал, что камера в данный момент не записывает видео, но, слава богу, видеосъемка шла, и мы увидим с вами сейчас выход щуки. Я, честно говоря, не ожидал и был шокирован данным моментом. Продолжаем. Фу, значит, какие дела? У меня на крючке щука. Только отхожу вот от шока. Делал, значит, проводку оттуда, и воблер зацепился за траву, и я чувствую, что на нем трава. Начинаю выматывать, и уже возле лодки щука догоняет. Бах, вот тут с таким всплеском. Ну, камера была выключена. Я думаю, ну и хрен с ней, расстроился, камеру не включал. И сейчас кидаю туда, и возле лодки уже выматываю, догоняет вот такой вот щурок. То бишь рыбалка, в принципе, еще не совсем закончилась и не пропала. Время 15 минут 10-го. Сейчас будем освобождать этого щурка. Опаньки. Да, довольно-таки жадно проглотил. Немного повредил жабры, наверное.
Может быть, стоит завести в арсенал себе перекись водорода, чтобы лечить таких щурков. Да. Проглотил, прям хотел сразу ее сожрать живьем. Так, все, освободил. Немножко закровил он, но думаю, что выживет. Убежал. Опаньки. Поклевка произошла на воблер от Phantom 21, Grady Guts 111 SP SR. Такой он уже у меня это. Воблеры этой фирмы очень быстро облазят. Краска на них, но тем не менее вот ловит. Ну и замечательно. Кстати, две поклевки опять я поимел в том же месте, где и с утра ловил. Сюда же вернулся. Ну что, продолжим. Покидаем. Сейчас буду вниз еще спускаться. Смена воблеров дает результат. Покидал один, второй, третий, не клюет. Пробую и... Есть результатики. Да, жалко, конечно, вот не заснял как... Да и эту жалко, конечно, поклевку не заснял. И перед ней интересный, конечно, момент. Блин, у меня прям аж сердце чуть не остановилось. Все это прям возле лодки у меня на глазах щука тоже где-то, ну, такого же размера. Атаковала приманку. Так, ладно. Ага. Что это? Есть. Щучка на вертушку.
Уже конец рыбалки, ребята. До того места, до которого я планировал, вот дошел. С плавом кидал, ни хрена. И думаю, вертушку поставлю. Блесна всех времен и народов. И не ошибся. На крючке у нас щучка. Сейчас мы ее попробуем рукой взять. Ага, отлично. Ну, такая уже большенькая. Вертушку проглотила. Опа. Аккуратненько ее сняли. Ну что, вот такая вот рыбина клюнула. Вот. Неплохо. Давайте ее отпустим. Тоже. О, порадовало в конце рыбалки. Старенькая добрая вертушка. Мэпс. Троечка. Made in Франция. Хотя навряд ли. Ладно, сейчас покидаем здесь еще. Может, еще что-то удастся поймать. Перед тем, как щучка клюнула, была окуневая, скорее всего, поклевка. И вертушку мне удалось положить прям туда, вот в урезку вшинок. И оттуда она сразу же нападение атаковала. Ну вот и подошла к концу сегодняшняя рыбалка, ребята. Значит, все, что я задумал, получилось. Хотел разловить я спиннинг, который выиграл. Наконец-то это удалось. Пришла пора крупных воблеров. Осень, черт побери, подвичил немного и поймал несколько щучек. Рыбалка, в принципе, удалась. Я доволен. Думаю, если отпуск у меня не сорвется, будем выезжать сейчас почаще. И на джиг порыбачим, и на воблеры тоже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, вниз. И увидимся на воде. Пока-пока, ребята.